Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 17 по 23 февраля 2020 года для Девы. Рассмотрим основные события на колоде Таро, на колодах Ленорман отношения и работу, и на колоде Цыганский оракул посмотрим деньги и совет. Давайте сначала основные события посмотрим. Выпадает карта. Выпадает карта шестерка мечей. Теперь посмотрим отношения. Три карты для тех, кто ищет партнера, для тех, кто в паре, для тех, кто в паре и для тех, кто в ссоре. Работа для дев. Тоже три карты для тех, кто ищет работу, для тех, кто работает по найму и для тех, у кого свое дело. Посмотрим финансы для тех, кто работает, для тех, у кого свое дело, и совет карт на неделю. Карта шестерка мечей говорит о переменах, к которым вы готовы, о которых вы хотите. И, возможно, даже будут какие-то сложные моменты вот именно с осуществлением каких-то дел, каких-то перемен, да? Но в любом случае вам это будет даваться не так уж сложно, да, то есть самый какой-то критический момент решения вы уже пережили. Сейчас вы просто уже решимость свою проявляете, да, и что-то уже меняете, конкретные шаги предпринимаете. Причем вот эта карта может говорить как о поездках, о переездах, о переменах в деятельности, о переменах даже места жительства. Также она может говорить и о том, что вы можете действовать сразу в нескольких направлениях, но продуманно. То есть, скорее всего, вы уже человек, который понимает, чего он хочет, он многое умеет, да, то есть вы многое умеете, многое уже испытали в своей жизни, и вот теперь вы хотите на новый уровень выйти, может быть, в профессионализме, может быть, вы хотите улучшить свои жилищные условия, может быть, хотите вырасти личностно, получить образование, получить какую-то компетентную консультацию, совет, помощь, поддержку. Но в любом случае вы хотите менять свою жизнь здесь. Причем эта карта очень такая удачная и успешная. Если мы предпринимаем какие-то шаги по этой карте, то они всегда у нас удачные. Потому что за нас наш опыт, наша смелость. И это награду такую, да, от жизни. За это мы награду получаем от жизни. А теперь отношения для дев, для тех, кто ищет партнера, выпадает у нас карта удачи. Клевер, да, эта карта вообще у нас астрологически связана с Юпитером, а Юпитер это планета удачи, планета, кстати, мужчин, мужей, женихов и так далее, да, то есть для девушек это возможность встретить вот будущего мужа. А для мужчин это возможность стать для кого-то в будущем вот как раз человеком очень близким и строить какие-то серьезные отношения. Для тех дев, которые уже в паре, есть возможность решить какие-то важные вопросы. Выпадает карта собака, а это всегда очень такая карта гармоничная, да, когда мы защищены, когда мы поддержаны, когда мы решаем любые вопросы, когда мы заботимся друг о друге. В общем, здесь действительно очень хорошая неделя для дев в паре. А также карта может говорить о том, что может быть ваш партнер – это человек, которому вы можете довериться в какой-то сложной ситуации. Он очень надежен, он вас не предаст, он вам верный. И вы знаете, этот человек
Может быть, даже если вы какое-то время сомневались, правильный вы выбор сделали или нет, все-таки этот человек, которого вы ждали, который вам подходит. Для тех, кто в ссоре, выпадает карта книга, и она говорит о том, что у вас может быть какие-то неожиданные как бы открытия для вас вот в вашем близком человеке. Либо, может быть, информация какая-то новая придет о том, что было, допустим, с ним, да, либо вы можете как-то по-новому себе его открыть. Ну, в общем, в любом случае, какая-то информация, новость повлияет на ваши отношения. И вообще это по этой карте очень часто сюрпризы такие приходят, да, может быть даже и сюрпризом будет как раз ваше примирение. Но тут примирение невозможно без понимания, глубокого понимания другого человека. Давайте посмотрим работу. Работа для дев, для тех, кто ищет работу, выпадает карта Луна. Карта говорит о том, что стоит, знаете, довериться своим чувствам. Может быть, карта говорит о том, что нужно быть человеком, который как-то проявляется по-особенному, у которого есть свои там способности, таланты. Не нужно быть как все, не нужно прятать что-то важное, что вас отличает от других людей. А также карта говорит о том, что вы можете доверяться интуиции при выборе работы. Вы можете говорить о каких-то, знаете, ярких моментах из своей деятельности, из своего опыта, какие-то достижения. Также карта хорошей репутации, да, ну, хороший или плохой, то есть вот от этого зависит. То есть если, допустим, у вас на прежнем месте были хорошие такие взаимоотношения с коллективом, с начальством, можно попросить, чтобы вам они дали вот как рекомендацию такую, да, это тоже поможет вам продвинуться. Для тех, кто находится уже на своем рабочем месте, да, имеет стабильную работу. Здесь точно так же выпадает карта Луна, но только здесь у нас Луна полная, а здесь Луна убывающая. Здесь либо какой-то важный проект мы заканчиваем, да, остается уже совсем немного, либо здесь какие-то сложные моменты взаимодействия с коллективом, с клиентами, какие-то непонятные ситуации, которые как бы не решаются пока что, да, то есть действительно здесь может быть много эмоций, связанных вот именно с этой стороной. Может быть, вот как раз нет понимания там с начальством, в коллективе, с партнерами, и это вас очень может беспокоить, вплоть до того, что даже лишать сна, да. Также карта говорит еще о том, что вы можете как-то вот тоже творчески себя проявлять, и даже если это сразу не дает результатов, да, то в любом случае это впоследствии вам на руку сыграет. Также карта говорит о том, что если вы пытаетесь, ну, как бы занимаетесь недвижимостью, да, вот на этой неделе, допустим, вы планировали какую-то важную сделку. Карта говорит о том, что, скорее всего, лучше отложить это на следующую неделю, потому что вот как будто бы время не пришло, что-то здесь не успеваете, да, какие-то вот процессы не до конца здесь еще завершены. Но вообще вот эта карта хорошая, когда у нас как бы последняя четверть Луны, и дальше у нас будет новолуние, да, то есть получается так, что мы закрываем все прошлые дела, мы убираем все как бы моменты, которые нам мешают, и можем уже начинать что-то новое, да, там с чистого листа, можем может быть, даже в профессии там подниматься, допустим, на уровень выше, да, как-то, может быть, с повышением. Но в любом случае здесь вот что-то у вас заканчивается, и это, ну, как бы всегда хорошо, это всегда радует. Для тех, кто имеет свое дело, выпадает карта «Сад». Карта говорит о том, что могут быть заключены какие-то очень важные договоры, может быть взаимодействие с большим количеством людей. Карта также очень такая социальная, да, когда у нас вся наша деятельность связана как раз с общением, либо с оказанием какой-то помощи, либо услуг большому количеству людей.
Также карта говорит о том, что может быть, ну, как бы на вашей, как сказать, в вашей организации, да, какая-то вечеринка, допустим. Возможно, вот по поводу там, 23 февраля. Карта говорит о том, что может быть какое-то собрание, да, или может быть вы будете организовывать свою работу, ну, как сеть, допустим, да, то есть, чтобы у вас был какой-то отлаженный механизм, чтобы у вас вот ваша услуга, она сразу вот попадала ну, как бы к нужному потребителю. Но в любом случае сад – это всегда хорошая карта, это возможности, да, возможности, которые дают нам новые люди, новые связи, да и старые связи тоже. Финансы посмотрим для Девы. Для тех, кто работает, выпадает карта ожидания. Скорее всего, эта неделя еще не позволит вам порадоваться вот получению зарплаты, да, денежек. Но в любом случае уже как бы вы, скорее всего, заработали, ну, ту сумму, которая вам присчитается, да, в ближайшее время уже получите. Карта говорит о том, что пока еще не время, немножко нужно подождать. Хотя вот здесь вот девушка у нас изображена в такой красивой одежде, тут цветы, скорее всего, деньги нужны на то, чтобы вот подарки покупать, красиво одеваться. Может быть, даже вы их тратите, да, вместо того, чтобы получать, да, здесь вот у нас идут траты. Но в любом случае скоро придут денежки, которые ваша зарплата. Для тех, кто имеет свое дело, карта услуги. То есть, чем больше услуг вы совершите, тем больше у вас будет денег. Чем более полезны вы будете людям, своим клиентам и тем, с кем вы работаете, там, партнерам и так далее, тем больше будет у вас прибыли. Также карта связана с поездками, да. Вот здесь у нас изображена такая вот карета, лошади. То есть, если, допустим, вам необходимо как-то расширять свои возможности территориально, или, может быть, нужны какие-то поездки по работе, они действительно могут вам принести деньги. Совет для дев: на эту неделю выпадает карта «Письмо». И эта карта говорит о том, что вы можете очень важные новости получать на этой неделе. Карта «Письмо» – это, знаете, может быть не обязательно письмом. Это может быть какой-то счет на оплату. Это может быть какое-то почтовое письмо, да, и ну, такое отправление. Может быть заказное письмо. Может быть какая-то доверенность, завещание, договор, грамота, диплом, все что угодно, все, что у нас ассоциируется с какими-то документами, да, не только бумажными письмами. Это вот все может на этой неделе быть. И как совет нужно уделить внимание документам. Нужно их хорошо проверять, чтобы ничего не пропустить, чтобы не было ошибок. Нужно вовремя отправлять, вовремя платить и так далее, вовремя переоформлять. В общем, все, что связано с бумагами, нужно делать вовремя. И плюс еще это у нас карта все-таки информации новой. Если вы нуждаетесь в какой-то информации, нужно обязательно приложить усилия для того, чтобы ее получить. Друзья, желаю прекрасной недели, чтобы самое лучшее для вас сбывалось, чтобы праздники были удачными, настроения вам прекрасного, всего доброго, до новых встреч.